В республике начался сбор бортевого меда. Сладкий урожай с колодных ульев снимают раз в год. Несмотря на то, что лето было засушливым, пасечники надеются на то, что меда будет не меньше, чем в прошлом году. Бортевой мед считается самым полезным. Пчелам в колоде создаются условия, максимально приближенные к природным ульям. Подробности далее. Бисмилля. Вот какая красота у нас тут. Картина действительно завораживающая. Сложно поверить, что эту конструкцию, напоминающую сталактиты, возвели самостоятельно пчелы. Для основания борти чаще всего используют сосну. В ней выпиливают дупло, обжигают его, так как в природе пчелы заселяют дерево, пострадавшее от молнии. Дополнительно смазывают колоду мелиссой, и насекомые заселяют ее. Она практически не отличается от улья, созданного природой. Непосредственно здесь круглый год живут, то есть зимуют. Наша башкирская пчела вообще не боится морозов, они боятся единственной сырости. У пчеловодов Аниса Халилова на пасеке в Иглинском районе 60 бортий. Есть еще ульи в деревьях. Урожай он собирает раз в год, примерно в середине сентября. Мед из колоды разных оттенков, так как он смиксован из цветочного и липового в разный период цветения. После того, как наша маточка выводит последних своих пчелок на зимовку, мы после этого только снимаем, потому что если мы раньше времени это сделаем, у нас получается, мы можем поубивать тех личинок, которые должны будут родиться и целую зиму обогревать нашу маточку. Обеспечивают себя пчелы зимой не только теплом, но и едой. Питаются они пергой. Это переработанная ими пыльца. Кстати, она идет и в составе готового бортевого меда, добавляя ему полезности. Качество продукта измеряется диастазным числом. У простого меда диастазное число, у башкирского меда от 12 до 20 до 22 единиц, а здесь диастазное число у нас от 30 до 70 доходит. То есть вот этим она и очень сильно полезна. Часто на борт нападают осы, которые убивают обитателей и едят мед. Такую пустую колоду мы увидели и сами. Урожай в ней удалось сохранить, а вот пчел уже не было. Плюс засушливое лето в этом году. Тем не менее, пасечники надеются, что собрать сладкий урожай удастся в обычном количестве. Заказы на дикий мед приходят из других регионов. Считаю, что с одной колоды, с одной борти можно собрать где-то примерно 7-8 литров меда, бортевого меда. Ну и плюс мы оставляем 10-12 килограммов нашим пчелкам на зимовку. Вот на такой специальной дощечке вручную смешиваются соты, прополис, перга и маточное молочко. Процесс порой занимает несколько часов. Еще неделю субстанция настаивается, и только по прошествии этого времени появляется настоящий вкус бортевого меда. За счет полезных свойств цена на дикий мед дороже, чем на другой вид. За литр придется заплатить порядка 6 тысяч рублей. Природные антиоксиданты, противовоспалительные. Бортевой мед богат витаминами и микроэлементами. При этом усваиваются они почти на 100%. Динара Таймасханова, Владимир Шевчук, Анас Валиуллин. Новости, Иглинский район.